Число скончавшихся от атипичного китайского вируса продолжает расти. Заболевших все больше. Те, кто пошел на поправку, по-прежнему ничтожно мало. Россия блокирует границу с Китаем. Власти Центральной Азии пытаются не допустить проникновения вируса в регион. С тех пор, как я тут работаю, я ни разу не смогла съездить домой из-за вспышки коронавируса. Я не рассказываю своему 7-летнему сыну о моей ситуации на работе. Тем временем кто-то пытается нажиться на всемирной панике, связанной с коронавирусом. В Кыргызстане мужчина приобрел сразу 500 000 респираторных масок. В то же время центральноазиатский сегмент интернета наполнили различные фейки. А когда последние закончились, и вот с какого периода такой ажиотаж на маске? В течение недели люди начали набирать, или оптом даже, по-моему, по 250, по 300, что у нас уже на складе не осталось. В одном из детских садов Бишкека администрация неделями кормила своих маленьких воспитанников дешевыми крупами. По закону малышам положены и мясо, и фрукты, но продукты выносили через заднюю дверь. Репортаж Дибек Бегалиевой. Я не знала, что у наших детей что-то не так с питанием. Только после проверки выяснилось, что количество продуктов, которое было рассчитано на 30 детей, делили на 50 человек. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Все больше стран из-за эпидемии коронавируса закрывают наземное и воздушное сообщение с Китаем. Тем не менее, география распространения вируса продолжает расширяться. В общей сложности в 20 странах зафиксированы заражения. В самом Китае власти ограничивают массовые мероприятия. В Пекине запретили свадьбы и похороны, а Национальная футбольная ассоциация отложила все матчи сезона. В свою очередь, в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сегодня должны решить, следует ли объявлять эпидемию китайского коронавируса глобальной угрозой. Акрам Абдукахор с последними новостями. Спецодежда, латексные перчатки, респиратор и защитные очки – это теперь обязательный комплект экипировки медсестер в больнице Тонцзи в Ухане. Перед входом в палаты к больным имена медработников пишут на их спинах. Кадры сюжета центрального телевидения Китая почти не отличить от голливудских фильмов про апокалипсис. Однако так выглядит передовая борьбы с коронавирусом в Китае. С тех пор, как я тут работаю, я ни разу не смогла съездить домой из-за вспышки коронавируса. Я не рассказываю своему 7-летнему сыну о моей ситуации на работе. Несмотря на невероятные усилия тысяч медработников, поставить заслон на пути распространения коронавируса не удается. Он добрался до Тибета, последней китайской провинции. За последние сутки количество заразившихся вплотную приблизилось к 8000. Погибших 170, почти 82 тысячи человек на обследовании. Число вылечившихся до сих пор незначительно, поэтому китайские врачи начали применять усиленную терапию сразу же после первых симптомов заражения коронавирусом. Это заболевание вызвано вирусом. Этот вирус также является причиной пневмонии. Многие вирусы – это самоограничивающиеся инфекции. Методы лечения подбирают исходя из симптомов. Это могут быть кислородная терапия, лечение антибиотиками и поддерживающее лечение. Это помогает пациентам оправиться от воспалений. Недавно вернувшийся из Китая глава Всемирной организации здравоохранения во время брифинга похвалил китайских врачей и правительства за слаженную работу в деле блокирования коронавируса в пределах Китая. Я готов хвалить Китай снова и снова, так как его усилия на самом деле помогли снизить распространение коронавируса в другие страны. Политическая самоотверженность, уровень знаний высшего руководства страны в лице председателя поражают. Китай делает все, что в его силах. Конечно же, прилагают усилия и другие государства-члены, как политические, так и технические. Это может помочь нам предотвратить распространение этого вируса и как можно скорее взять ситуацию под контроль. Тем временем сегодня в Женеве, в штаб-квартире ВОЗ, Комитет по чрезвычайным ситуациям этой организации должен решить, следует ли объявлять эпидемию китайского коронавируса глобальной угрозой. В случае принятия такого решения мировое сообщество должно будет принять более кардинальные меры в борьбе с новым коронавирусом. А власти Таджикистана пока не планируют вывозить своих граждан из Китая, несмотря на угрозу коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения. Он считает, что в этом нет необходимости. Власти страны заявляют, что в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и на всех КПП на границе круглосуточно работают медики, которые проверяют прибывающих из Китая. Анушер Ванарипов продолжит.
Коронавирус не пройдет, уверены в медицинской службе столичного аэропорта. Зона прилета пассажиров обрабатывается химикатами после каждого рейса. Бригады медиков дежурят круглосуточно. По словам местных врачей, меры безопасности соответствуют всем международным требованиям. Прибывающие проходят сначала через термосканеры аэропорта. Всех подозрительных мы проверяем уже сами, дистанционным оборудованием. Пассажиров с подозрением на коронавирус мы должны помещать в изолятор аэропорта и уже потом передать их городским специалистам. В случае вспышки китайского вируса к приему пациентов готовы 3 столичных медицинских учреждения. В этой инфекционной больнице Душанбе уже готовы изолированные боксы для 390 пациентов и реанимационные палаты, говорят врачи. Все препараты по рекомендациям ВОЗ завезены заранее. Но пока сюда не поступил ни один человек, даже с подозрением на наличие вируса. И, надеются врачи, не поступит. В нашу клинику больные или там подозревающие или приезжающие люди из других стран к нам не обращались, но были студенты, которые учатся в Китае и сейчас в каникуле находятся в стране. Да, они к нам просто, мы их осматривали, из-за отсутствия клинических симптомов мы их отпускали домой. В Минздраве говорят, все меры для предотвращения распространения вируса уже приняты. В отличие от стран региона, власти Таджикистана не видят необходимости в эвакуации своих граждан, которые сегодня находятся в Китае. Всемирная организация здравоохранения еще не объявляла чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае. В связи с этим мы пока не делаем попыток вывоза своих граждан из КНР. Таджикистан является полноправным членом ВОЗ. Как и другие государства, мы выполняем рекомендации этой организации. Ситуация с коронавирусом находится под контролем. Причин для паники нет. Если необходимость в эвакуации таджикистанских студентов из провинции Хубэй все же появится, то власти страны проведут ее совместно с правительством Китая. Об этом накануне заявляли в МИД страны. Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. У 16 госпитализированных казахстанцев с подозрением на коронавирус диагнозы не подтвердились. Сейчас под наблюдением врачей находится еще 38 человек. Тем временем власти ожидают прибытия оставшихся в Китае туристов, а также студентов непосредственно из Уханя, рассказывает Шалпана Разбекова. На очередном брифинге министр здравоохранения рассказал, что почти у трети госпитализированных с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился. Остальные все еще ждут результатов анализов и проходят лечение. Все они содержатся в особых условиях. Было госпитализировано 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них уже 16 диагноз не подтвержден. И с улучшением они выздоровели и выписаны. На сегодняшний день в стационарах, в инфекционных больницах у нас находится 38 человек в особых условиях максимального санитарного наблюдения. Бертанов коснулся и темы дефицита масок в аптеках. На этот счет министр заверил, что такой проблемы в стране нет. В целом мы в среднем в год у нас происходит потребление около 2 миллионов масок. Мы сейчас дополнительно закупили и сформировали резерв 5 миллионов масок. То есть мы считаем, что этого вполне достаточно. Но кроме того, с резервной целью мы сейчас проводим переговоры и работу по закупу дополнительных масок как у отечественных производителей, так и у зарубежных производителей. Не паниковать по поводу дефицита защитных средств призвал и вице-премьер страны Бердыбек Сапарбаев. По его словам, из бюджета выделены дополнительные средства на приобретение медицинских масок и других необходимых предметов защиты. Вчера глава правительства дал поручение приобрести дополнительные средства защиты, маски и нужные предметы. Подписал постановление. Дополнительно 1,5 миллиарда тенге из резерва правительства выделено. Кроме того, есть запасы. В целом, если населению в случае заболевания потребуется медицинская помощь, у нас есть все возможности. И средства, и деньги. К слову о панике. Чиновники напоминают, что за распространение ложной информации о случаях заболевания коронавирусом предусматривается уголовная ответственность. Такое наказание может грозить 2 водителям скорой помощи в городе Капчагай. Они якобы распространили в мессенджере сообщения о 2 людях, поступивших с подозрением на коронавирус в местную больницу. Но эта информация не подтвердилась, и теперь водителей могут привлечь к ответственности. Я же отмечу, что за 24 дня через китайско-казахстанскую границу перешли свыше 20 тысяч человек. Из них только чуть более 500 – это иностранцы, остальные граждане Казахстана.
Мы продолжаем собирать свидетельства тех, кто живет в Китае. Отыскали Александра Бережного. Он украинец, но уже несколько лет занимается бизнесом в китайском Хуадуй. Это пригород крупного города Гуанчжоу. Знает все, не понаслышке. Мы спросили у него о реальных мерах, которые предпринимает китайское правительство. Правительство делает очень такие принудительные меры по борьбе с этим. Даже элементарно показывали видео, что люди заходят в метро. Тот, кто без маски, его там с полицией выводят из метро, потому что за этим реально следят. Еще там, допустим, 3-4 дня назад в масках ходила где-то половина людей, то сейчас 100% людей ходят в масках. И реально, когда видишь человека без маски, впечатление, что он как прокаженный какой-то. Такое вот отношение у всех к этому. Мы также поинтересовались, что на обычной китайской улице чувствует простой человек, как все происходящее отражается на жизни людей. Элементарно при входе в супермаркет, при входе в метро, в автобус. Сегодня заходил в офис, покупал билеты, завтра иду в Гонконг. Везде меряют температуру на входе. То есть стоят люди с такими, как пистолетики, визуально как пистолетик, они меряют температуру, колбу подносят и меряют температуру. Все в масках, и дети, даже я обратил внимание, у нас во дворе гуляют дети без присмотра родителей. Родители дома, понятно, дети на улице во дворе. И дети в масках. То есть даже дети не снимают маски, настолько высокое сознание, что это действительно всем надо, и все реально очень серьезно к этому относятся. И, наконец, нам было интересно узнать из первых рук, какую информационную политику сегодня проводят власти КНР. Из таких бытовых элементарных вещей, мы живем в закрытом комплексе, который под охраной, только те люди, которые в нем живут, могут попадать в него. И если гости приходят, они должны сообщить об этом отдельно. Висят объявления, с 26 числа никакие гости не допускаются. То есть для того, чтобы не было извне занесения вирусной ситуации на территорию нашего комплекса, то есть чужие люди не допускаются. И в день где-то приходит порядка, наверное, 4-5 смс-ок, на китайском языке, понятно, от оператора, где-то 2-3 раза в день, утром, вечером и днем, с содержанием о том, что просьба проветривать помещение, ходить в масках, при малейшем возникновении температуры или недомогания сообщать об этом в лечебные заведения. То есть это от оператора приходят смс-ки, потом от правительства провинции приходит пару смс-ок, и еще, не знаю, от кого тоже приходит с такого содержания о том, чтобы люди были начеку, и в случае чего-то, если происходит, чтобы они об этом сообщали. И такая информационная поддержка есть. И плюс еще в метро я сегодня заходил, тоже там висят объявления, бигборды, все по-китайски написано, в принципе понятно, то, что они там с рисунками, с картинками, то есть все описано. А тем временем круизный лайнер «Коста Смиральда», на борту которого находится 6 тысяч пассажиров, блокирован в итальянском порту Чивитавеккья, недалеко от Рима. Причина – возможная угроза коронавирусом. Экипаж обнаружил, что у китайской пары на борту наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, в связи с чем проводится проверка на возможное наличие коронавируса. 2 китайцев прибыли в Италию и поднялись на борт лайнера «Коста Смиральда» в порту Савоны 25 января. Ранее лайнер проследовал через Марсель, Барселону и Мальорку. В данный момент никому из пассажиров не разрешают покидать корабль до того момента, пока китайских туристов проверяют на возможное заражение атипичным коронавирусом. Они находятся в специально изолированной каюте. В компании-операторе круизов сообщили, что на это потребуется несколько часов. Вирус не дошел, а вот истерия докатилась в Кыргызстане. На фоне сообщений об эпидемии коронавируса пропали медицинские маски из многих аптек. Там, где товар остался, цены на него возросли. Одни зарабатывают на страхе, другие ради забавы его активно подогревают. Мессенджеры заполонили фейковые новости. О ситуации расскажет Дарья Тимофеева. Медицинские маски в Бишкеке этот месяц самый ходовой товар. А в последние дни он стал еще и дефицитным. Не в каждой аптеке найдешь. Нет, к сожалению, не осталось уже. А когда последние закончились, и вот с какого периода такой ажиотаж на маске? В течение недели люди начали набирать, или оптом даже, по-моему, по 250, по 300, что у нас уже на складе не осталось. Спекулянты скупают средства защиты. Один бизнесмен приобрел сразу 500 000 штук. Цены с привычных 5-6 сомов поднялись до 7-10. Прям в складе подорожали. Говорят, дальше будет туго, потому что Китай только своим не успевает делать, так, своим населением.
Всего же в стране меньше чем за месяц разобрали почти 2 миллиона масок. И столько же остается на рынке. В Департаменте лекарственного обеспечения сейчас ищут новых поставщиков. Китай, Россия, Казахстан временно прекратили поставки. Мы собирали основных и оптовых дистрибьюторов медицинских изделий и лекарственных средств. И одной из наших таких просьб было, чтобы цены оставались на том же уровне. Также и с аптеками ведется работа по отпуску масок в одни руки не более 15-20 штук. Продажи перекочевали в интернет. Там готовы заплатить сразу за партию в 100 тысяч медицинских масок. Упоминание о коронавирусе стало выигрышным рекламным ходом. Одни предлагают избежать заражения с помощью спецсредств защиты. Другие по случаю сбывают чудо-биологически активные добавки. WhatsApp и Telegram группы кыргызстанцев заполнены такими видео. Провокаторы пишут, что на улицах Китая люди падают замертво. Дату и время съемки, конечно, никто не указывает. Рассылают и стандартные выдумки о вирусе в бананах. Дабы устрашающие байки звучали убедительнее, заявляют, что вирус уже добрался в соседний Казахстан. Одного кыргызстанца за подобное распространение ложной информации накануне задержали в России. С указанным гражданином в представительстве МВД Кыргызстана в России проведена разъяснительно-профилактическая беседа, где ему доведены нормы и положения статей Уголовного кодекса. Он предупрежден, что за распространение недостоверной и непроверенной информации предусмотрена уголовная ответственность. Молодой человек полностью осознал свою вину и через социальные сети обратился к гражданам, где призвал всех не заниматься распространением недостоверных и непроверенных сведений. Милиция пытается отыскать других распространителей фейков. Минздрав тем временем каждый день рапортует, что в Кыргызстане нет случаев заражения новым коронавирусом. Медики по всему миру просят людей чаще мыть руки и не бывать в местах массовых скоплений. Бананы есть не запрещают. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия, Кыргызстан, Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. В одном из детских садов Бишкека администрация неделями кормила своих маленьких воспитанников дешевыми крупами. По закону малышам положены и мясо, и фрукты, но продукты выносили через заднюю дверь. Репортаж Дибек Бегалиевой. Я не знала, что у наших детей что-то не так с питанием. Только после проверки выяснилось, что количество продуктов, которое было рассчитано на 30 детей, делили на 50 человек. На Новоангренской тепловой электростанции, которая расположена под Ташкентом, произошел пожар, как сообщили в Министерстве энергетики. В 11 часов 40 минут для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок номер 4. В это же время произошло возгорание кровли 4-го энергоблока. В Минэнерго также отметили, что оперативный персонал станции применил первичные средства пожаротушения. На место выехали несколько пожарных бригад. Примерно в 2 часа по местному времени пожар ликвидировали. По последней информации, пострадавших нет. В настоящее время энергоблок ремонтируют, ведутся работы по его восстановлению. Создана спецкомиссия для расследования происшествия. На данный момент на Новоангренской тепловой электростанции работают 3 энергоблока общей мощностью 580 мегаватт. Не давали мясо, кормили только дешевыми крупами, картошкой и макаронами. В Государственном детском саду Бишкека несколько лет подряд дети уходили домой полуголодными. Сыр, фрукты и свежие овощи, которые закупали для малышей в мэрии, до их столов просто не доходили. Во время проверки комиссии работники учреждения сами признались, 2 последние недели дети вообще не ели мясо. Дибек Бегалиева побывала в том саду. О том, что ее дочка в детском саду не доедает, Рыскуль даже не догадывалась. Выяснилось все, когда воспитательное учреждение проверила специальная комиссия. Я не знала, что у наших детей что-то не так с питанием. Только после проверки выяснилось, что количество продуктов, которое было рассчитано на 30 детей, делили на 50 человек. Комиссию создали после жалоб родителей на ужасные условия в саду. Старая небезопасная детская площадка, грязь и холод в комнатах, общие унитазы для мальчиков и девочек, на которых даже нет пластиковых ободков. А еще комиссия выяснила, что 2 недели перед этим детям совсем не давали мяса. 156 килограммов замороженного мяса проверяющие нашли на складе. Я вообще в шоке был, когда я услышал у комиссии, услышал то, что мой сын должен был кушать сыр в этом садике, фрукты, бананы, яблоко. Яблоки они изредка кушали, я знал. А насчет бананов, насчет сыра я вообще не знал. Я вообще в шоке был.
Хотя все эти продукты районный центр образования, как оказалось, постоянно покупал и отправлял в детский сад номер 5. Когда мы уточнили в районном центре, выяснилось, что мясо по заявкам было привезено в садик 2 декабря и 10 декабря. Еще говорят, что в садике не было лука, но они, оказывается, сами не подавали заявку, а остальные продукты все были. Мы решили выяснить, чем сейчас кормят детей в воспитательном учреждении. Несмотря на то, что мы согласовали съемки с мэрией, на территорию детсада нас долго не впускали. Когда мы все-таки попали внутрь, директора учреждения на месте не застали. Чиновница оказалась на больничном. Это, получается, 2 недели не было мяса, потом его раз привезли, что ли? Весь тебя вкусно. Суп трудно. Медсестра, которая сейчас заменяет директора, интервью давать не захотела и впускать нас внутрь комнаты отказалась. В учреждении, по ее словам, внезапно объявили карантин. Объявление об этом повесили прямо на глазах одного из родителей буквально за несколько минут до приезда съемочной группы. Вот только что наклеили, Я вот пока вас ждал, его клеили. Вот завхоз приклеил. Я вам в лицо говорю. Вы вдвоем выходили. Одна в магазин ушла, а вы клеили. Я вот пока вас ждал, его клеили. Вот завхоз приклеил, я вам в лицо говорю. Вы вдвоем выходили. Одна в магазин ушла, а вы клеили. Срочно покинуть детский сад попросил и сотрудник управления образования мэрии, с которым мы до этого согласовали съемки. То есть мы в садик этот сейчас не попадаем? Хорошо, хорошо. Узнать, в каких условиях находятся дети, нам так и не удалось. Зато Данил показал старую мебель на заднем дворе. Сразу после проверки директор обновила шкафы и кровати для детей. Хотя, по словам Данила, вот уже несколько лет администрация ничего в сад не закупала. При этом каждый родитель в качестве сооплаты отдавал за ребенка примерно по 1100 сомов в месяц. Деньги в госсадике просто брали на руки. Квитанции взамен не давали и никак не отчитывались. Всего в сад ходят 283 ребенка. Фруктов не было. Не было овощей, не было, как помидоры, огурцы, да, картофеля там совсем не было, яиц не было, ни сыра, ни творога, ни сметаны, молочных продуктов, кроме молока, ничего не было. Правозащитница Анара Дауталиева тоже была в составе комиссии, которая проверяла скандальный детсад номер 5. Из-за того, что директор учреждения ушла в отпуск, комиссия прекратила работу. В мэрии, как она считает, не заинтересованы в том, чтобы разобраться в ситуации. Воруют продукты, по ее мнению, во многих государственных детских садах страны. Ежедневно, если воруется государством, да, как заведующая садика, как воспитатели, повара, вот эти 13 грамм, 85 грамм, 500 грамм молока, то это дети уже, это аллергия, это физическое, дети вот у нас почему худые, маленькие, да, вот это все каждый день складывается. Как теперь кормят малышей в детском саду номер 5, неизвестно. На следующий день после съемок работники детсада закрыли учреждение, а детей просто выставили на улицу. Родители, которые до этого и у мэрии митинговали, и на встречу с городскими депутатами ходили, даже не знают, кому теперь идти со своими проблемами. Чебек Багалиев, Азат Антамаков. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Президент Туркменистана подверг критике СМИ за недостаточное освещение успехов страны за последние годы. Это произошло на совещании по развитию культуры, искусства и совершенствованию работы масс-медиа в стране. Как передает Государственное информагентство Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов считает важным требованием времени освещения на телеканалах успехов социально-экономического развития страны. Но Аркадак остался недоволен работой туркменского ТВ. По его мнению, телеканалы в недостаточной степени и нерегулярно освещают события и достижения. К примеру, президент заявил, что на телеканале «Мирас» мало интересных передач о культурном наследии туркменского народа, который внес достойный вклад в развитие цивилизации, а работники редакции некомпетентно подходят к поставленным задачам. Как результат, Бердымухамедов уволил директора канала Гуванча Байрамдурдыева с формулировкой «не справился с возложенными на него обязанностями». Я отмечу, Бердымухамедов нередко критикует отечественные СМИ. Он сам подсказывает им темы для репортажей и материалов. В рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» за прошлый год Туркменистан занял последнее 180-е место. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Молдова среди стран-лидеров по числу обращений в Европейский суд по правам человека. За 2 десятилетия государство выплатило своим гражданам 16,5 миллионов евро. Как складывается жизнь после решения Европейского суда? И история исчезающего молдавского села. Прогулка с девушкой, которая приезжает домой только в гости.
Для него путешествие – источник вдохновения. Британия – страна, которую он показывает через призму закулисных политических и социальных событий, но с присущей ему ноткой модернизма как в стиле, так и в тематике. Я многому научился у других фотографов, наблюдая за ними, общаясь с ними. Я Питер Марлоу, представитель человечества и Magnum Photos.